Ассаламу алейкум. Вот мы видим такую необычную лепешечку на необычной сковороде. Что же это за блюдо такое интересное и вкусное? А сейчас мы узнаем. Это Севиль, моя соседка. Такая гостеприимная, радушная соседка. Она лезгинская невестка. И сегодня готовит лезгинские тонкие лепешечки афарар. Афар, говорят, афарар это когда их много. С такой необычной и вкусной начинкой. Вот смотрите, как она ловко и тонко раскатывает тесто. В составе теста просто... Обычное тесто, да? Обычное тесто. На дрожжах? На дрожжах, да. Чуть-чуть На дрожжах добавить. Угу. Вот она так часто готовит это чуду, как мы здесь называем. Прям мы все привыкли их кушать. И едим с большим удовольствием. Сейчас мы покажем вам, как это делается. Вот такая вот сочная, яркая начинка. Посмотрите, каких здесь только трав нет. Здесь сегодня мы будем есть афар не из крапивы, а и здесь... крапива тоже. И крапива есть. Здесь вот дикий лук, вот здесь растет, черемша, зеленый лук, потом яички и лук тоже жареный, да? Да, жареный репчатый лук жареный в масле. Все это она добавила, яйца тоже добавила. Но я чувствую, что это будет очень вкусное, очень полезное. Так. Вот на одну половину теста она вот так вот тонко разложила начинку. Начинка может быть разная, но так как сейчас весна, всем хочется травы. Вот смотрите, как красиво она ловко это делает. Делает она это часто. Как она быстро плетет косичку. И перекладывает на вот эту сковороду, а иначе ее называют, как здесь, сач, да? Сач. Это такая вот перевернутая, можно сказать, сковородка. На ней очень удобно печь и блины, и чудушки, и пирожки, и пироги. Надо сказать, что на Кавказе многие используют такую необычную сковороду. Обычно здесь не жарят, а вот пекут. Местами воздух внутри поднимается, но это ничего страшного. Пока здесь печется лепешечка эта, Севиль раскатывает очередную порцию для очередной чудушки. Тесто очень тонко раскатывать, это надо уметь. Да. В это время с одной стороны уже хорошо прожарилась чудушка, перевернули ее. Печется она на сильном огне. Вот я часто захожу к Севиль, вот зимой она делает начинка из тыквы бывает, из картошки, из мяса, из засушенной крапивы. А вот весной из трав.
надо сказать, что на Кавказе лезгинцы, рутульцы больше всего используют травы. Они выше всех живут в горах, вот их родственники. И получается много там трав съедобных и вкусных. Вот они знают толк в полезных травах. Наши бабушки живут 120 лет. Даже так, да? Да. Угу. Потому что мясо они много кушают. И это трава. Севиль, но иногда вот в начинку вы добавляете творог. Даже сюда же можно и творог добавить. Да, творог вот я или не сыр. добавила. Я сегодня не добавила. Сегодня не Есть добавила. отдельно хочу я. Отдельно хотите, да? Кстати, да, Севиль часто делает начинку из сыра, из творога. Севиль раскатывает очередную лепешечку. Вот я еще раз смотрю на эту начиночку. Надо сказать, я уже попробовала немножко, очень вкусно. Кстати, я еще не помянула, что здесь еще добавлены листья одуванчиков. Вот весной в каждом регионе своя трава. Вот у нас в Азии Севиль используют, вы знаете, они были удивлены. Короче, в начале весны мы едим траву, значит, люцерна, или как это называется, клевер. Клевер. Да. Но у нас в основном мы едим ту траву, которую вот не дико растет, а которая сажает, да. А вот здесь на Кавказе используют ту траву, которая вот сама по себе растет. Ну, много здесь трав. Они вот выбирали, значит, предки, какая съедобная, какая полезная. И вот здесь вот интересно, этот дикий лук, он здесь же не растет, его откуда-то привезли же, да? Чечни. В Чечне. Кстати, дикий лук похож на наш джусай, только вот он такой вот дикий, он растет в горах, в лесах. Угу. А джусай у нас надо сажать, это многолетнее растение. И вот он более нежный вкус. Ну, когда нет джусая, то вот есть такая вот замена. А то первое время мне было очень тяжело, я все равно скучала по своим травам. И вот мне вот повезло, что соседка тоже травоядная, можно сказать, тоже очень любит травы. Вот так она ловко перевернула лепешечку. А по кухне такой запах, аромат веет. С приходом весны люди вот ищут траву. Кто на прилавках покупает, кому-то родственники привозят из гор. Да. А у Севиль наоборот. Дочка живет на севере, братья живут в Москве, она им отправляет. Они там скучают по травам. Вчера дочке отправила. Что вы отправили? Крапиву? И крапиву все отправила. Ну пусть дойдет, вот они будут счастливы. Крапиву, Ну еще бы, на севере таких трав нет. Будет довольна дочечка. Вроде начинки не так много, но наши чудушки все поднимается выше и выше. Вот я знаю, что на Кавказе, по-моему, карачаевцев, вот на Северном Кавказе их называют хачины, но у них начинка такая сырная, творожная, да. У аварцев называется чуду, это вот мы будем в следующий раз делать тонкие чудушки. А вот травы в основном вот такие используют лезгины, у них называются афары. Угу. Вот. Ловкость рук и никакого мошенничества. Да. Еще раз хочу показать. Смотрите, как она захватывает одну, вторую сторону. Моему внуку тоже понравилось, кушает, видишь? Угу. Это тоже вытащил он оттуда. А внучок, вот ему еще годика нет, но ему очень нравятся афары. Да, Гатюшка? Да. Будем поднимать иммунитет, гемоглобин. Вот они как чудненько пропеклись. Вот чтобы они были сочные, сверху тщательно смазывают топленым маслом. Кстати, топленое масло Севиль сама топила из сливочного масла, из сливок. Угу.
Обычно, если на Востоке жарят на масле, здесь пекут, а потом сверху, значит, не растительным, а вот таким вот топленым, молочным, можно сказать, маслом. Сама же торгует молочным. Да. Севиль у нас королева молочных продуктов. Кстати, начинка закончилась, зеленая, а вот осталось тесто, и вот чтобы оно зря не пропадало, Севиль вот делает такую вот лепешечку. Кстати, тоже очень вкусная. Вот здесь вот у нас вот народе называют тотра. Как по-лезгински называется это? Эти остатки масла. Нет, ну как вы называете? Это вот топленое масло, если еще долго варить, получается вот такая вот. Еще топленое. Нет, кажется, оно очень вкусное, я скажу. Вот, смотрите, она тесто смазала вот этой жареной сметанкой, поджаристой. Да. Потом она скручивает в рулет и делает вот такую вот слоеную лепешку. Очень вкусная. Вот. Улитка такая своеобразная получилась. Нажимает на середину, раскатывает. Она получается сочная. Да. Вот, собери. Ой, подожди чуть-чуть. Нужно. Очень вкусный хлеб получается. Да, еще бы. Слоеный такой хлебушек. Надо же, я думала только вот у нас в Азии. Киргизы называют чобёгу. Чобёгу. Узбеки тотра. А вот, значит, пережаренное топленое масло. Вот. Оно и просто на хлеб намазать, оно очень вкусное, сытное, калорийное. Вот она, чудная лепешечка. Слоеная. Еще раз хочу показать вот эту сковороду, как она выглядит, интересно. Я помню, ее вам с Азербайджана привезли, даже? Да. А вот там, оказывается, вот такие сковородки в каждом доме. Очень удобно. Они такие тонкие. И вот... Не сгорает. Не сгорает, говорит, да, не подгорает. И вот она, это... Вот ее... Есть старинные, старинные они из чего? Из какого металла? Из чугуна, получается? Это чугун, нет, это сейчас. Это с алюминия, что ли? Да. Очень удобная. И блины готовить. Вот. Это получается своего рода как перевернутая сковорода. Сач. Все, наши опары готовы. Вот такой вот. Так они вот выглядят аппетитно. Хозяюшка молодец. Хвала вашим рукам. Вот. Мы их разрезали на маленькие кусочки. И вот в разрезе, вот, подразним вас. Такая вкуснятина. Попробуйте и насладитесь вкусом этой полезной, вкусной, сочной еды. Гади! Гади, туда смотри. Гади! Вот у нас праздник. Гади сегодня первый раз сделал первые шаги. По этому поводу мы и собрались. Вот так вот.